Новый «Легентей» под таким названием в Якутске в 2021 году прошел концерт певца Иннокентия Васильева. Двухчасовая программа, стопроцентный живой звук, песни в стиле соул и фанк. Такого в Якутске еще не было. В ДК Кулаковского «Легентей» выступил со звездным пулом музыкантов группой FM Band из Москвы. Новый «Легентей» пришелся по душе якутской публике. Концерт прошел под бурные аплодисменты зрителей. Многие якутяне также помнят и концерт Алексея Егорова «Эркёне» в 2019 году в Москве, а затем в 2020 в Якутске. Артист выступил с программой «Эркён и друзья». Без фонограмм, полным лайфом известный якутский певец вместе с московскими музыкантами подарил зрителям ошеломляющий двухчасовой концерт. Новый 2022 год столичные топовые музыканты также открыли вместе с «Эркёном». В Якутске они представили новую программу «Концерт для своих». За каждым из этих концертов, конечно, стоит большой труд и артистов, и музыкантов. Но за интересной концепцией, за качественным звучанием, за каждой собранной программой, которую видят и слышат зрители, всегда стоит продюсер. Знаете, вот можно сравнить, как вот прораб на стройке, да? Вот человек, который организовывает труд там, бригады там, или отдельно взятого работника, чтобы у него были кирпичи, чтобы были ведра какие-то, цемент, чтобы все вовремя подавалось, и чтобы все росло и строилось. Вот такая деятельность моя. Только у вас строители – это музыканты, да, певцы, артисты, а кирпичи – Ну, а кирпичи – это песня. Отлично. Да. И цемент, который цементирует все это вместе. Федор Лучин, продюсер проекта. Табанский. Федор родом из самого живописного района Якутии – Алекминского улуса. Там он впервые познакомился с музыкой, сделал первые шаги в творчестве, приобрел настоящих друзей. В музыкальных кругах Федора знают под псевдонимом Дабанский, и в этом сыграла свою роль маленькая деревушка Дабан. Я родился в Дабане. Как вы туда попали, я это не знаю, меня не было. Вот, поэтому я точно не могу сказать. Тогда, когда я появился на свет, я, кстати, родился дома, тогда, значит, не было там никакой больницы там, в этом Дабане. На тот момент существовало два Дабана. Сегодня остался один. Вот тот, в котором я родился, он в 1969 году во время паводка был стерт с лица земли. И спустя долгие годы я помню об этом событии печальном, вот, чтобы хоть какую-то маленькую, малепусенькую лепту нести, чтобы этот поселок как-то кто-то помнил, я взял себе такой псевдоним, Дабанский, да. Вот. И все мои юношеские годы прошли в Алекминске, который я считаю родным городом, я его очень люблю. Вот. Все оттуда. После окончания Алекминской школы он поступил в музыкальное училище в Якутске. И вот уже более 30 лет Федор живет и работает в Москве. В этом году погода нас радует. Вроде бы апрель месяц, Москва, но снег у нас до сих пор лежит на улицах. Вам чем-нибудь напоминает этот снег? Может быть, навеивает какие-то воспоминания о Якутии, о вашей родине? Ну вот о чем может думать человек, глядя на снег? Вот. Только о Якутии, мне кажется, потому что зима откуда приходит? Из Якутии. Из Якутии. Поэтому вот я действительно я ностальгирую по снегу, по своей родине мало. Поэтому, конечно, я когда вижу снег, вот, особенно когда он хрустит, когда подмораживает, да, ностальгия. Вспоминаю детство, Алекминск свой любимый. Да, я закончил там 8 классов, дальше я учиться не стал, потому что я уже к тому времени довольно рано стал работать. Я играл на гитаре в районном доме культуры, вот, и получал очень приличные деньги за это, и это нравилось девочкам. Поэтому я этим усердно занимался и добился определенных успехов. Вот, не среди девочек, а в музыке, я имею в виду. С Федором мы познакомились в школе. Он пришел к нам, по-моему, в классе 6, и учились мы с ним до 8 класса. Но это был человек старше нас на год, занимался легкой атлетикой, спортом,
Сразу было видно, что косая сажень в плечах. Ходил в Дом культуры. Преподаватель Шлыков был такой. Занимался обучением на кларнете. Федор, он тогда все время ходил на занятия. Одна тетрадка, скрученная, как рулончиком, в костюме обычно, или свитер был у него, тоже любил. Такой белокурый юноша, высокий. В 1972 мы закончили 8 классов. Потом он уехал, по-моему, в Якутск, продолжать обучение музыкальное уже, да. Мы пошли дальше учиться, 9-10. Ну, я в 1973 году поступил в музыкальное училище. Вот к этому времени вот среди старшекурсников я видел Федора Анучина, но мы не общались, потому что мы, конечно, стеснялись подойти, потому что старшекурсники все-таки. У него были какие-то, кроме учебы, занятия. Я, по-моему, у него группа была своя, и они играли в ресторане, кажется. У меня довольно долгий период. Я работал в ресторанах города Якутска. Нисколько не стыжусь, даже горжусь, потому что в те годы в якутских ресторанах работало очень много очень хороших музыкантов, прям больших. Довольно много лет я вот проработал в ресторанах, да, ну, были у меня такие периоды, когда я уезжал и работал в Амурской филармонии. И еще у меня был такой короткий период, наверное, год-полтора, я работал в Якутске в организации, которая называлась тогда КЭП, концертное эстрадное бюро, где работали такие монстры якутской эстрады, как Юрий Платонов, Марфа Колесова, там Сергей Расторгуев, там, ну, много, Пестряков. Я их всех знаю, помню. Эти годы я с такой теплотой вспоминаю, потому что я посмотрел Якутию огромную. Концертно-эстрадное бюро проводило концерты в разных уголках Якутии. Это был рассвет эстрадной музыки. Артисты исколесили всю Якутию, радовали своим творчеством жителей республики от юга до севера. Я, например, слышала в 70-х годах о том, что Федор Анучин приезжал с группой «Ингода» и выступал в Доме культуры с этой группой, и его руководитель ансамбля представил его как нашего земляка. Многие горожане это помнят. Но затем в стране наступили 80-е, и в красивую, яркую жизнь музыкантов вторгся кризис. Места для музыки не нашлось. Наверное, мы помним, знаем, что времена были такие, что человек с таким, например, какой-нибудь профессор, его можно было встретить на рынке, там, торгующим там, чем-то. Это ужасное время, но забывать не надо помнить, чтобы в будущем такого не повторялось. Я занялся действительно бизнесом, довольно крупным, довольно быстро разбогател, вот, и переехал в Москву. Я переехал в Москву в 91 году. Вот. И я долгое время, живя в Москве, все равно работал с Якутией. То есть я туда поставлял те же вот куриные окорочка, известные под ножками, как называли, ножки Буша, да. Но я могу одно сказать, что в 96 году я уже был долларовым миллионером. У меня не было там, конечно, их много, там, но некоторое количество было. Вот. Но как заработал, так и потерял. У меня еще через полгода сгорел якутский склад, огромный, арочный склад. Он был полностью набит огромным количеством товара, часть которой была куплена на мои средства, остатки после вот кризисных дел. Но там еще сгорел огромный товарный кредит, который висел на мне в долларах, вот как раз вот эти УЕ. Вот. И у меня было года 3 очень веселой и радостной жизни. Вот пока до тех пор, пока я не рассчитался. Такой интересный факт. Я же родился дома, вот, и мама мне позже рассказала, что не было же ни акушерок, никого не было. И у меня дома там бабка-повитуха приняла, и меня взвешивали на весах в магазинах. Вот, через пару дней. Там. Поэтому мать говорила, вот у тебя, Федька, откуда тяга к торговле. И я себе сказал, что я торговлей заниматься больше никогда не буду. Вот это не мое дело, я это не умею и не хочу даже. Это совершенно не моя стезя. В те годы жизнь Федора была похожа на американские горки с крутыми взлетами и падениями. Но Федор – человек твердой закалки. Он знал и верил, что за каждым лихим спуском следует восхождение. Так и произошло. Я родилась в Карачаево-Черкесии.
Ставропольский край, я жила до 20 лет, вот, переехала в Москву, я уже в Москве больше, свыше 30 лет живу. Мы с Федором познакомились 7 лет тому назад. Год мы общались, и потом уже мы стали более тесно общаться. Вот получается, 6 лет мы вместе живем. Вы до этого упомянули, что у вас был интересный метод знакомства, вы познакомились в интернете. Что греха таить? Вот. Где сейчас можно познакомиться взрослым двум людям? Ты же не пойдешь в библиотеку или там в бар, или на дискотеку, да, или на улице, или ты будешь сидеть на лавочке и говорить: желаю познакомиться. Вот. То есть, да, мы познакомились через сайт знакомства, я это не скрываю, потому что это очень удобный способ встретить свою любовь и избавиться от одиночества. Чем вас привлекла страница на сайте знакомств Федора? Какие у него были фотографии и какое описание было? Фотографии возле театра, в студии записи. Но вы знаете, даже меня этим не поразило, меня поразило, когда мы встретились, и я с каждым разом понимала, что это очень глубокий, очень интересный человек. Он очень мужественный и благородный человек. Нет, на первом плане, конечно, ум. Как я говорю, самое сексуальное в мужчине – это ум. Но ум, остроумие и доброта. Вот 3 черты, это я нашла Федора. Я 15 лет был один. Я долго довольно искал, я периодически там появлялся на этих сайтах. Наступал такой период, что я думал, что, наверное, я так вот и останусь один. У меня был так брак всего один, на самом деле, такой довольно длительный. Мне, правда, было сложно найти такого человека, но, наверное, тогда, когда я уже почти и не надеялся, вот мы как-то наткнулись друг на друга с Мариной. Вот так судьба свела, и я, конечно, никогда не думал, что у меня жена будет с Кавказа. Первые полгода, а может даже больше, я никак не мог привыкнуть к такому количеству заботы, такого отношения трепетного к себе я никогда не чувствовал. Вот мне кажется, мы друг для друга сегодня живем. Марина, минегендактивин, Марина, утьючунь. Спасибо. Вот. А по-якутски как спасибо? Махтал. Махтал. Вместе с Мариной в мир Федора ворвалось и новое дыхание. Он открыл для себя очередную и увлекательную главу своего творческого пути. Как вы пришли к продюсированию? У вас такая богатая, насыщенная жизнь, такая история. А как продюсирование связано? Это все, наверное, от того, что я позанимался организацией гастролей других артистов. Но я не был каким-то администратором, я все-таки в прошлом музыкант. В принципе, я и сейчас хорошо это все понимаю, во многом разбираюсь. Поэтому тут получился сплав. Вроде бы я понял, как это все работает, вся эта организация, да. При этом я был музыкантом, у меня шлейф этот тянулся же музыкальный. Я их объединил, и получилось вот то, чем я занимаюсь. С Лагентеем мы записывали здесь довольно какое-то количество песен. Очень, очень крутой и такой интересный артист. Очень. Продюсер, прежде всего, вдохновитель. Если мы говорим о продюсере как менеджере, да, продюсер – это очень важное звено вообще в производстве чего-либо, потому что, допустим, он четко понимает и знает то, как должен выглядеть продукт, который он должен реализовать. То есть он четко это понимает. В шоу-бизнесе это все-таки более всеобъемлющий такое понятие продюсера. Он и связи, конечно, и вкус, и чуйка, и какое-то понимание профессиональное, как это может выглядеть. А профессиональный продюсер это вот как, например, Федор. Он все четко, у него нету никаких сложностей в объяснении сути. То есть он очень легко это все, потому что профессионал. Мне нравится то, чем я сегодня занимаюсь. Я стараюсь помочь талантливым людям, музыкантам. Это не только музыканты из Якутии. Я работаю и с московскими музыкантами, с другими разными всякими. И вот как-то лет, наверное, 7-8 назад я наткнулся на Аркена Алексея. Как сейчас помню, это была песенка про туман.
он пел под гитару, и я просто тогда очень удивился, что очень чистенько поет. То есть он сидел в коридоре, играл на гитаре, я понимаю, что это записано здесь сейчас, то есть никто его не тюнил, ничего. Вот, он потрясающе точно поет, он действительно талантливый человек. Позвонил Виталий Власов, здешний у нас музыкант, и он мне говорил, что Федор Анучин ищет меня и нашего сына Эркена. И каким-то образом Федор Михайлович познакомился с творчеством Эркена. Это, конечно, меня очень льстило, потому что он все-таки представитель московского бомонда и представитель, работающий в сфере отечественной музыки. Ну, потом мы связались. Ему очень нравится творчество Эркена, и он хочет как-то это показать в Москве. Вот, и он говорит: а не хочешь, вот, давай вместе поработаем, я здесь в Москве знаю музыкантов, давай сделаем хороший материал, давай попробуем что-то, давай творить, в общем. Вот. И я был не против, для меня это было очень интересно. Тем более мне всегда что-то интересно, все новое. В общем-то, так мы с ним познакомились, сделали первый проект. Первый концерт Алексея Егорова Эркена в Москве под продюсированием Федора Анучина состоялся в декабре 2019 года. Вечер стал новым витком в творчестве не только певца, но и продюсера. На концерте прозвучали песни на якутском и русском языках, многочисленные каверы на культовые зарубежные песни. Эркен спел в окружении звездной команды музыкантов. Вся программа исполнялась вживую. Мне, конечно, очень понравилось и то, что это современное такое звучание, что сотрудничество с другими музыкантами. Очень крутой зал, очень крутой звук, свет, все выстроено. И я понимал, что очень повезло мне, что я попал на этот концерт. Все последующие концерты в Якутске – это программа «Эркен и друзья» и концерт для своих также прошли в живом исполнении. Для каждого члена команды было важно подарить слушателям именно живой звук, без фонограмм и фальши. Я иду на то, что я везу не 3 музыкантов, 4, я везу там полноценный, хороший состав. Вот, и стараюсь, чтобы это действительно были такие топовые музыканты. Бас-гитарист играет живьем, гитарист живьем играет. Если там мы привлекаем там в аранжировке саксофониста, то идет саксофонист и пишет свою партию, играет живьем на саксофоне. Вот, это все стоит денег, но это и слышно, это слышно, что играет живьем там гитарист, там басист, там. Но то, что придает неповторимость какому-то треку, конечно, мы пишем это все живьем. 15 апреля в Москонцерт-холле состоится очередной невероятный проект Алексея Егорова Эркена. Компанию-певцу составят музыканты из разных городов России. Каждый из них мастер своего дела. За плечами множество проектов с первыми лицами российской и зарубежной сцены. Песен с моего репертуара старого там практически нет. Почти это вообще полностью новый репертуар. Хотя там есть песни, которые я исполнял еще, по-моему, 2 года назад. Да, я в Москве тоже делал концерт с Федором. Вот, и несколько песен оттуда будет. Ну и будут новые песни, новые каверы. Будут гости. Будет Сергей Головня, мой замечательный друг. Супер джазмен, саксофонист, суперский мощный музыкант. Вот. И я очень рад, что он согласился вновь на одной сцене со мной поработать. Вот. А также молодые ребята с No Voice. Это группа бойс-бенд такой. А сколько человек в вашей команде? У вас же есть постоянно действующие музыканты, у вас есть продюсер, который сидит на производстве музыки.
Ну, скажем так, вот в обойме, да, у меня 6-7 музыкантов, те, которые там периодически ротируются, там может быть побольше. Иногда я привлекаю, допустим, какого-то саксофониста. Вот сейчас у нас будет концерт 15 апреля, да, в Москве, в Москонцерт-холле. Я надеюсь, он состоится, все будет хорошо. Я привлек туда нескольких гостей. У нас в первой же композиции, инструментальной композиции, так называемая интро, у нас будет играть человек на дудуке. Это очень известная якутская мелодия всем якутам, и не только якутам. Вот, я не буду говорить, какая это мелодия. Кюлюкачен, наверное. Не буду говорить. Значит, причем половина мелодии он сыграет именно на дудуке, а вторая половина он будет играть на перуанской кене. Также я пригласил вот известного, очень просто большого музыканта, саксофониста джаза Сергея Головню. Он тоже будет играть с нами вот, в качестве гостя. Вот, не в нескольких вещах акустических, на сопрано-саксофоне, на теноре. В каждый проект он собирает абсолютно разных и уникальных музыкантов по-своему. Каждый из них вносит свой вклад. Каждый из них — это музыкант разного направления. Кто-то из джаза, кто-то из рока, кто-то из эстрады. Получается такая сборная солянка, сплав. И из этого всего, представляете, такое получается слияние. Это всегда взрыв. Это и есть такая отличительная особенность именно в подборе музыкантов, музыкального стиля. Именно у Федора по такой концепции выстраивают свою музыкальную стилистику. Я не сомневаюсь, что концерт будет роскошным. Я не сомневаюсь, что музыканты будут играть на отрыв, что Кен будет петь в лучшей своей форме, что публика нас будет принимать. Федор, а почему в последнее время у вас пошел такой вектор развития в сторону Якутии? Якутия для меня не пустое слово. С годами же начинаешь понимать, к чему ты привязан. Вот. И моя мама, неизвестно кто по национальности, неизвестно было, какая у нее фамилия, вообще ничего, информации о ней. Она родилась предположительно, все предположительно, в 28 году. В 1931 году, предположительно, она попала в детский дом, никаких концов. Поэтому она, когда вот уходила из жизни, она говорила, что мне жаль, что вот я уйду и так не знаю, кто я по национальности, кто были папа, мама. Поэтому я не знаю. Последние годы я все больше и больше думаю о том, что, может быть, когда-нибудь я бы и вернулся. И мы вместе с Мариной даже об этом говорим. Я не знаю, может быть, это и будет и Якутия. Это все наложило отпечаток на его жизнь, на его творчество и на все то, что сейчас мы видим в его творческой работе. И сам вот этот псевдоним, который он взял, Дабанский, это высота, это преодоление себя. Федор очень такой интересный человек. Он уникальный в своем роде. Это человек, которому просто так не живется, знаете, вот. Он же мог просто жить, не придумывать для себя какие-то проблемы, не делать всего этого вообще в целом. Но он такой человек-движок, я считаю его своим старшим братом. Вклад в музыкальную культуру от нашего продюсера, от нашего земляка Федора Михайловича есть. И большой. Пусть это пласт будет именно музыка на имени нескольких наших артистов, все равно это есть, это новое. Если бы не было Федора Анучина, скорее всего, о Якутии я бы не знал бы ничего. То есть это правда. Это правда. Я благодаря ему вообще как бы вот для себя открыл этот край, это целый мир. Это целый другой мир, другая цивилизация. Но она прекрасная тем, что вообще абсолютно имеет свою какую-то вот такую ценность культурную.
Я благодарю Бога, что я встретила Федора, потому что Федор, он необычная, очень сильная личность и неординарный человек, и он дает тепло не только мне, и другим людям. Всю энергию, силу, которую мы тратим сегодняшним днем, нам в геометрической прогрессии отдастся отголоском в будущем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов. Москва, Якутск, Алекминск.